Молодого чеченского спортсмена чествовали в Республиканском министерстве физкультуры и спорта. Заместитель руководителя этого ведомства высоко оценил успех воспитанника Шалинской детско-юношеской спортивной школы. Ламали Битигов, призер первенства Европы среди юниоров. Серебряная медаль на первенстве Европы по тайквондо, по олимпийскому виду спорта, это огромное значение имеет для нашей республики. Прежде всего, это уже, можно сказать, олимпийское будущее. Мы будем надеяться, что Битигов будет стремиться завоевать олимпийскую медаль для сборной команды России и для Чеченской Республики. Думаю, что молодые ребята за ними уже будут подтягиваться. 16-летний спортсмен из села Новые Таги на проходивших в Швеции соревнованиях представлял Федерацию тайквондо по версии ВТФ. Этот вид с 2000 года официально включен в программу Олимпийских игр. В Чеченской Республике в занятия этим спортом вовлечено более 1000 ребят. Наша задача, когда мы его туда отправляли, была задача, значит, чтобы он занял первое место. Ну, раз так суждено, что он занял второе место, тоже и для федерации в целом, и для республики. Это, конечно, на сегодняшний день большое достижение. На этом мы не думаем останавливаться, успокаиваться. Наша задача, значит, это на всех турнирах, значит, занимать только первые места. А это уже Ламали Битигов дома. Родные и близкие поздравляют его. Для новоатагинцев призовое место их односельчанина на таких престижных соревнованиях успех общий. Каждый, кто узнает эту новость, спешит в дом Битиговых. Сам Ламали заверяет, это только начало большого спортивного пути. Второе место, он махкан посетит киногас. Я новости халдов. Раз шла Европа, я надаю шмиру юшер. Мира такой тут такой рам. В первенстве Европы участвовали именитые спортсмены из 42 стран, и выигрывать схватки было делом не из легких. Уже дома, разбирая бои, отмечает тренеры юного спортсмена. По их мнению, 5 боев Ламали Битигов провел с явным преимуществом. Финальной схватки с французом не хватило всего 1 балла. Там повлияли некоторые моменты. Вот, во-первых, почти можно сказать, самый основной и первый старт, когда он выходит уже на такой уровень, и первый такой старт на таком уровне, может, переволновался. Ну и травма ноги, когда у него был разбит подъем ноги, когда старший тренер сборной России еще ставил вопрос, допускать его или не допускать на финальный бой. Это, может, ногу поберег. Ну, бой прошел так, что, можно сказать, чуть-чуть не хватило. Травма, и он же говорит, за выход в финал, ты лаза виночный, как мечта. Если первый, второй раунд, вообще халду боятся, когда-то туолуш, что бал ты хорош, финал проиграть. Ламали Битигов занимается тайквондо с 10 лет. Своих успехов он достиг, тренируясь в новоатагинском филиале Шалинской ДЮСШ. О завоеваниях юного тайквондиста показательно говорят многочисленные медали и грамоты участника российских и международных турниров. Баланс борта, Испания, класса, международные турниры, 3-й раунд. Европа готовится дальше. Кармотов, турниров Москва, класса тоже. Россия уже турнир армии прошел, хорошо. Первенство Россия 2007 среди кадетов второго. Что значит? Российский турнир, Российский, в основном российский он. Уже через несколько месяцев Ламали предстоит участие в спартакиаде Южного федерального округа и в случае победы в финале общероссийской спартакиады. Затем в сентябре турнир в Южной Корее. Пройдя через все соревнования с призовыми местами, юный тайквондист сможет обеспечить себе путевку в олимпийскую сборную и поедет на Олимпийские игры среди юниоров, которые впервые состоятся в следующем году. Рустам Мугаев, Халид Мавсаев, Джамлай Хаджалиев. Новости. И на этом, пожалуй, все. Увидимся в следующем выпуске. Адыкел Шумарша.